Время новостей на телеканале «Жибек Жола». Коротко о главном к этому часу расскажу вам я, Айгуль Мукей. Глава государства поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником Днем независимости. Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют историческую дату особым символизмом, отметил Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении. Глава государства подчеркнул, что казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и прогресса. Завершить оценку ущерба от паводков до конца недели. Такое поручение сегодня дал Олжас Бектенов на заседании правительства. Акиматам необходимо оформить все заключения в максимально короткие сроки и обеспечить своевременный ввод нового жилья. Всего же в результате масштабных паводков пострадало порядка 12 тысяч жилых домов и больше 18 тысяч дачных строений. Специальные комиссии уже обследовали 84% от их общего числа, и согласно заключениям восстановлению подлежат более 9 тысяч домов, а вот около 4,5 тысяч признаны аварийными. Сейчас в регионах, где вода уже ушла, полным ходом идет строительство новых домов для пострадавших от паводков. Пока их насчитывается около 2000, плюс около 3500 квартир планируют купить на вторичном рынке. Единовременную же выплату в размере 100 МРП получили больше 30,5 тысяч семей. Поручаю акиматам совместно с Министерством промышленности до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного жилым домам и имуществу граждан. Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно. Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата проходит в Алматы. В ней принимает участие более 400 экспертов. Работает сразу несколько панельных сессий. Среди обсуждаемых тем – выполнение климатических обязательств странами Центральной Азии, достижение углеродной нейтральности, вопросы зеленого перехода и безопасности. Некоторые климатологи отмечают, что нашей стране важно сейчас провести большую работу по предотвращению паводков, а также не стоит забывать, что южные регионы могут пострадать от засухи. Причем эксперты считают, что угрозы засухи точно нет, а вот усиление риска наводнений не исключается. Вопрос нехватки воды уже стоит довольно остро, то есть это не вопрос будущего, это вопрос настоящего. И у нас во всех странах Центральной Азии это центральная тема нашей повестки. Например, в Казахстане мы финансируем проект по реабилитации зоны Северного Аральского моря, и у нас сейчас идут переговоры о том, чтобы сделать вторую фазу этого проекта. Но вообще в целом по региону Центральной Азии у нас очень большие вложения в ирригацию, в доступ к чистой воде и во внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Казахстанские пауэрлифтеры, отец и сын Дарибай Оспанов и Абдулкарим Караман успешно выступают на чемпионате мира, который в эти дни проходит в американском городе Остин. 75-летний аксакал Дарибай Оспанов – абсолютный чемпион Азии, Океании и Африки среди ветеранов, обладатель 12 мировых рекордов. В этот раз он стал серебряным призером. А его сын Абдулкарим взял золото. Напомню, семейная династия силачей родом из поселка Агадырь Карагандинской области. Сегодня соревнования продолжаются. Участие в них принимает свыше 220 атлетов со всего мира. Соревнования проходят на высшем уровне. Сразу все. В Ютубе люди нас смотрят, дома все видят, сколько поднял и так далее. Желаю, чтобы люди приходили в спорт, занимались. Чем больше этот спортом занимаются, тем больше радости для себя. И, конечно, самое главное, это мы поднимаем флаг Казахстана на международной арене. Вот. Я считаю, что это спорт людям очень нужен. И на этом у меня пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий и полную картину дня представим, как всегда, в 20 часов 30 минут в программе «Новое время». До встречи!